общественный фонд Ар-Рухак, а затем Международное движение миротворчества «Женский диалог». Спасибо. Меня зовут Таригожна Бахаджан, я приехала из Казахстана. Я сегодня хотела сказать о вопросах защиты прав человека в борьбе с терроризмом. Мы видим авторитарные режимы, которые используют слово «терроризм» для сохранения своей личной власти и подавления любого инакомыслия. Такая ситуация произошла в январе Кантар 22 года в Казахстане, когда были убиты 238 человек. То есть людей стали убивать, ссылаясь на слово «терроризм». Цитирую, Токаеву предложили $25 миллионов и спецсамолет, чтобы покинуть Казахстан. Окончание цитаты. То есть президент Токаев знал организаторов госпереворота и что они не являются террористами. Однако он заявил о нападении 20 тысяч террористов, озвучил приказ стрелять на поражение без предупреждения и ввел режим чрезвычайного положения для проведения антитеррористической операции. Затем мы увидели гибель невиновных граждан, со стороны которых не было никакой угрозы. Господин Токаев проигнорировал, что соблюдение права на жизнь занимает центральное место в стратегии по противодействию терроризму. Господин Токаев проигнорировал, что обязанность защищать право на жизнь должна выполняться в рамках верховенства закона. Господин Токаев не сохранил принцип различия, что кто был мишенью для произвольного лишения жизни и какая была необходимость убивать мирных граждан. Не был соблюден принцип разграничения и идентификации участников конфликта. Власти Казахстана убивали, оправдывая свои действия необходимой обороны. Военные стреляли произвольно по пешеходам и машинам. Убийства были совершены в качестве превентивной и карательной меры, что запрещено международным гуманитарным правом. И последнее. Прошло после трагедии год и 9 месяцев. До сих пор не дана политическая оценка январским событиям в Кантар, и президент не принес официального извинения перед народом. Сегодня ситуация такова, что мы не получили ответа от АК-РД, что произошло в Кантар. Мы не увидели эффективного расследования и не увидели настоящих виновных на скамье подсудимых. Все они находятся на свободе. Значит, мы находимся в опасности. Интернет будет отключен, оставит только телевизор, и со стороны АК-РД опять прозвучит: на страну напали террористы, будем стрелять на поражение. Так вот, господин Токаев, господин президент, я вам хочу заранее напомнить, мы не террористы, мы граждане Казахстана, и у нас есть права и свободы. Спасибо.